Шалом, друзья и гости моего канала. Сегодня решил сделать небольшой обзор на такого помощника для меня, как гидравлический подъемник. Очень хорошая штука, когда сам не можешь пересаживаться. Вот. Сразу скажу, что если кто-то думает, что с этим подъемником можно самому пересаживаться, то это невозможно, нужен помощник. Выбрал я его потому, как он совершенно автономный, то есть не зависит от никаких аккумуляторов, там, электродвигателей, электричества вообще. Он просто основной механизм, там стоит домкрат гидравлический. В моем случае поставили почему-то 3-тонный домкрат. Просто берешь и качаешь, шток выдвигается, тем самым поднимая стрелу. Опускается за счет вашего веса, то есть открываешь клапан, такой болтик маленький, и под тяжестью веса ты приземляешься куда тебе надо. Ну, вернее, помощник это делает, ты просто там висишь на конце вот этом, на этом подвесе. Очень удобен при использовании как с пересаживания с кровати на коляску и наоборот. Также возможно пересаживание на диван. Там просто раздвигаешь почти сильнее вот эти лапы, которые внизу, упоры, то есть они раздвигаются, эти упоры с колесиками, и подъезжает, даже если не заезжает под диван, но все равно максимально близко, и ты садишься на диван, а не на пол. Колеса передние, конечно, там они без тормозов, а сзади стоят маленькие тормоза, которые можно колеса эти фиксировать, чтобы не катились, когда тебя забирает. Но я пользуюсь так, что наоборот, чтобы когда например, берет меня помощник на этом подъемнике, чтобы колеса не были заторможены. Вот так. Теперь к сожалению, этот подъемник не входит в перечень обеспечения через фонд социального страхования. И пришлось мне покупать этот подъемник за свои деньги. И сколько, я так частенько лежу в больницах, в той же самой неврологии. Хоть бы вот этот подъемник очень бы пригодился, но их там тоже нету. Пересаживают при помощи обслуживаемого персонала, так, руками, короче говоря. И это очень тяжело. Могут и травмировать тебя. Таких случаев, конечно, не было, но все равно очень неудобно, когда тебя там пересаживают, так тянут все это. А это и те, кто пересаживает, очень легко это делают. И те, кого пересаживают, тоже комфортно себя чувствуют. Вот. Пересадить может на этом подъемнике даже 10-летняя девочка. Без проблем. Усилий практически никаких, когда ты этот домкрат качаешь, вообще даже усилий никаких. Развернуть его можно в очень даже маленьком пространстве. У меня не очень-то большая квартира, дом, короче, но все равно не очень большой. Но как бы уделил я ему уголочек в комнате, и он стоит там. Развернуть и там вытащить. У меня в ванной дверь 70 сантиметров, он влезает и вылезает оттуда спокойно.
Очень хорошая штука. Сейчас попробую еще поснимать поближе там и выдвинуть там шток, насколько он поднимается, этот подъемник, сколько высоко. И попробуем еще раз, еще поснимать поближе там уже вот эти колесики и регулировки лап. Туда-сюда. Так. Сейчас поближе подойду. Так, вот эти пазы для рычага. То есть первый паз это походное положение подъемника, второй паз это лапы раздвигаются как бы на небольшое расстояние, и самый крайний паз этого рычага. То есть лапы раздвигаются на всю полную ширину, и можно пересаживаться на диван. Вот эти колеса, вот эти лапы даже не заезжают под диван. Можно пересаживаться. Она там в ванную или куда-нибудь там, в ванную там вообще без проблем. Под ванную колеса вырезают, спокойно пересаживаешься. Дальше вот такой домкрат стоит. Просто обыкновенный домкрат. Немножко приподняли, но он очень высоко еще поднимается. Так. На колесиках задних есть тормоза. На передних нету. Тут особенно больше и показывать нечего, но данный подъемник мне очень помогает. Очень даже помогает. Мое мнение, что очень хорошая штука. И я бы порекомендовал его для приобрести, чтобы пользоваться им. Простой, никакого ухода за ним не надо. 4 года я еще ни разу ничего не делал, вообще ничего. Он стоит, работает, все. Сколько раз за день надо тебя пересадить, столько и раз пересадит. Вообще без проблем. Так что на этом я обзор этого подъемника закончу. И все. Всем пока. Всем спасибо. Всем до свидания.